Переходим к рассмотрению дела. Слово для доклада предоставляет судья Дущеева Карбек Арсанбекович. Уважаемые коллеги, уважаемые участники заседания, 22 августа 2022 года в Конституционный суд поступило ходатайство Курманбаевой о проверке соответствия части 2 статьи 71 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, частям 2 и 4 статьи 23, части 1 статьи 61, части 2 статьи 62 Конституции Кыргызской Республики. В своем ходатайстве заявитель отмечает, что обнаружившаяся неопределенность выражена в необоснованном ограничении прав человека в реализации его прав в суде, выражающаяся в установлении минимальных и максимальных порогов размера компенсации за моральный вред. Установление рамок, ограничивающих суд в определении размера компенсации, не позволяет достичь разумности и справедливости в каждом индивидуальном случае, поскольку данное ограничение является несоразмерным по сравнению с теми нравственными и физическими страданиями, которые испытывает лицо вследствие причиненных преступлением последствий. Заявитель в своих доводах обращает внимание на часть 1 статьи 61 Конституции, согласно которой каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, предусмотренных Конституцией, законами, международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, общепризнанными принципами и нормами международного права. Автор ходатайства также указывает на статью 8 Всеобщей декларации прав человека, где отмечено, что каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией и законом. По мнению заявителя, под моральным вредом в соответствии со статьей 16 Гражданского кодекса Кыргызской Республики следует понимать нравственные и физические страдания, испытываемые гражданином в результате противоправного нарушения, умаления или лишения принадлежащих ему личных неимущественных прав и нематериальных благ. Под физическими страданиями можно понимать болезненные симптомы, негативные ощущения, испытываемые потерпевшим гражданином, например, в связи с причинением вреда здоровью, а также вызванные совершением против него другого противоправного действия, бездействия. Под нравственными страданиями можно понимать негативные эмоциональные переживания, указывающие на нарушение психического благополучия и душевного равновесия. Эти чувства могут быть вызваны, например, противоправным посягательством на жизнь и здоровье, незаконным лишением или ограничением прав и свобод, раскрытием семейной, личной или врачебной тайны, распространением сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, невозможностью продолжать полноценную активную жизнь, потерей работы, оскорблением, клеветой и так далее. Как указывает далее субъект обращения, существующая система определения компенсации за моральный вред, причиненный преступлением, не является объективной и не имеет разумного оправдания. Размер денежной компенсации, назначаемый судом в размере от 50-кратного до 1000-кратного расчетного показателя, в зависимости от тяжести причиненного вреда, не согласуется с конституционным принципом равенства и целями, ради достижения которых допускается ограничение прав и свобод граждан. В качестве обоснования своих доводов заявитель указывает, что максимальные предлагаемые значения в размере 100 тысяч сом не могут охватить самые страшные сценарии причиненного вреда, которые должен оценить суд с учетом обстоятельств конкретного дела, и тем самым не соответствует установленным Конституцией принципам разумности и справедливости. На основании изложенного субъект обращения просит признать оспариваемую норму, противоречащей Конституции. Определением коллегии судей Конституционного суда от 13 сентября 2022 года ходатайство было принято к производству. На сегодняшний день в целях обеспечения правильного разрешения дела со стороны судьи-докладчика проведены все необходимые действия, связанные с проверкой обращения и подготовкой дела к рассмотрению.
по результатам которых дело готово к рассмотрению Конституционным судом. Коллеги, у вас есть? Вопросы к судье докладчику? Нет, да.